У меня растут года, будет и 17, где работать некогда, чем заниматься. Известное стихотворение Владимира Маяковского «Кем быть?». Вспоминалось мне, когда я стоял у истоков выбора профессии. Будучи еще школьником, я частенько задумывался, какую профессию мне стоит выбрать. Действительно, как найти именно ту, которая будет приносить удовольствие на протяжении всей жизни? Выбор остановился на профессии учителя, потому что мой дед – учитель, гордое и знаменитое звание. Работа учителя, родственная с работой хлебороба и строителя. Из зерна доброго и справедливости выращивает он душу человека, а из кирпича знаний составляет ум. Учитель, какое высокое у него предназначение. Именно он дарит юному человеку тот бесценный багаж знаний, без которого немыслима дорога в будущее. Быть учителем – это призвание, это значит снова и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами. Быть учителем для меня значит уметь общаться с детьми, видеть мир их глазами. Быть учителем значит уметь заинтересовать учеников своим предметом, уметь быть артистом на каждом уроке. Ведь какого учителя ждут школьники? Умного, да, эрудированного, конечно, грамотного, безусловно, и все-таки оригинального с выдумкой. Учитель не профессия, а образ жизни, сообразно которому он и живет, спеша изо дня в день на уроки. Учитель – это человек с большой буквы, с огромным и чистым добрым сердцем. Еще Лев Толстой отмечал, что хороший учитель – это тот, кто объединяет в себе любовь к своему делу и любовь к своим ученикам. Каким должен быть учитель 21 века? Согласно теории Шульмана, успешность учителя обусловлена наличием у него 3 помощников учителя – голова, рука и сердце. Что еще должен уметь учитель в 2021 году? Первое – быть в тренде. Второе – удерживать интерес детей более 5 минут. Третье – мотивировать и создавать позитивную атмосферу. Четвертое – уметь слышать всех учеников, с каждого по отдельности. Быть с компьютерами и гаджетами на «ты». Восточная мудрость гласит: если ты думаешь на год вперед, посади семя. Если ты думаешь на десятилетие вперед, посади дерево. Если ты думаешь на век вперед, воспитай человека. Думать на век вперед – основная профессиональная миссия учителя. Я должен выполнить свою миссию безупречно, потому что в моих руках судьба целого поколения, порой целой страны.